Мехико – город, который никогда не спит. Ослепительные неоновые вывески, шум машин, безостановочный поток людей и запах специй, доносящийся с уличных лавок. Но даже в этом оживленном мегаполисе есть места, где ночь поглощает все. Загородный спортивный комплекс, принадлежащий семье Кисада, всегда казался надежной крепостью. Современное здание, охрана, тишина. Казалось, что внутри ничего не может нарушить спокойствие. Однако в ночь на 4 апреля 2019 года это место стало ареной для зверского преступления, которое потрясло всю страну. Когда охранник решил проверить, почему хозяин и его дети не выходят на связь, он еще не знал, что через мгновение его мир изменится навсегда. Дверь на верхнем этаже была приоткрыта. Он шагнул внутрь и остановился, едва не оступившись. Хасинто Рафаэль Кисада появился на свет в 1968 году, 17 ноября, в довольно крупном мексиканском городе под названием Пачока де Сото, и был младшим ребенком в простой семье среднего достатка. Несмотря на то, что его родители являлись скромными людьми, они делали все возможное, чтобы дать своим детям хорошее образование, дабы те могли в полной мере реализовать свой потенциал и добиться в жизни всего, чего они захотят. С ранних лет Хасинто был невероятно умен, хорошо учился в школе, много читал и тянулся к знаниям. Он еще в подростковом возрасте начал проявлять интерес к ведению бизнеса, демонстрировал отличную деловую хватку и задатки настоящего предпринимателя. После окончания школы молодой человек сумел своими силами поступить в престижный автономный университет столичного региона в Мехико, где изучал экономику и управление бизнесом. Парень много и упорно работал, открыл собственное дело, которое успешно развивал. Он тонко чувствовал, куда следует инвестировать и как приумножить свой капитал. Хасинто пробовал себя в разных сферах, но никогда не шел на необоснованный риск. Он постепенно скупал объекты недвижимости в мексиканской столице, которые потом сдавал, реконструировал или перепродавал. За несколько лет Хасинто стал одним из самых успешных молодых предпринимателей в Мехико, а через 10 лет он сумел построить собственную бизнес-империю, которая росла и процветала. К началу 2000-х годов предприниматель стал долларовым миллионером, а его состояние на тот момент оценивалось в несколько десятков миллионов и продолжало расти. В 1993 году Хасинто женился на Патриции Арельяно, девушке, в которую он был влюблен со времен учебы в университете. Пара сыграла пышную свадьбу и поселилась в роскошном особняке, расположенном в престижном районе Мехико. Год спустя у них родилась дочь Патриция, а в 1995 году на свет появился сын, которого назвали Хасинто-младший. Несмотря на постоянную занятость, Хасинто старался не обделять вниманием своих близких. Он проводил много времени с детьми, ходил на их школьные выступления и спортивные соревнования, а также возил свою семью на популярные курорты и парки развлечений. Наследникам он старался дать все самое лучшее, но при этом внимательно следил за тем, чтобы не избаловать их. Для мужчины было важно, дабы дочь и сын получили хорошее образование и могли в будущем продолжить вести его дела. Так что отец не допускал, чтобы они ленились, бездельничали или просто прожигали жизнь, тратя его деньги. Семья Кисада являлась довольно известной и уважаемой в городе, а в их большом доме работали несколько десятков человек в качестве обслуживающего персонала. Попасть к ним считалось большой удачей, так как хозяева были со всеми добры и щедро платили. В 2003 году супруги наняли новую домработницу, 18-летнюю Беренис, которая на первый взгляд казалась очень скромной и приличной девушкой. Однако вскоре она перевернула, а потом и вовсе разрушила их жизнь. Беренис Аланис Морелос родилась в 1985 году, 13 июля, в неблагополучном районе в пригороде Мехико и росла в бедной, многодетной, глубоко религиозной семье. Родители воспитывали своих многочисленных наследников в строгости, требовали железной дисциплины и беспрекословного послушания от них.
За малейшую провинность полагалось суровое наказание. С детства Беренис отличалась своим непростым характером, постоянно нарушала установленные в доме правила и стремилась вырваться из-под родительского контроля. Едва достигнув совершеннолетия, она устроилась работать горничной к семье Кесадо, перебралась жить в их особняк и практически полностью разорвала все связи со своими родственниками. Юная Беренис обладала яркой внешностью, безупречной стройной фигурой и умело пользовалась своими внешними данными для достижения поставленных целей. Сейчас уже трудно сказать, была ли она влюблена по-настоящему в Хасинту, или ее с самого начала привлекали лишь его деньги, но практически сразу красавица, что называется, пошла в атаку. Девушка пустила в ход все свое обаяние, стараясь при этом казаться скромной и недоступной, и мужчина не устоял. Всего через месяц после того, как Моралес устроилась работать обслугой, она соблазнила хозяина и буквально свела его с ума. Мужчина был на 17 лет старше нее, и он состоял в браке и воспитывал 2 малолетних детей. Но все это не останавливало девушку. Примечательно, что Патриция с самого начала очень хорошо относилась к новой горничной, делала ей подарки, и они даже в какой-то степени подружились. А тем временем Беренис тайно спала с мужем хозяйки у нее за спиной в их собственном доме. Девушка строила далеко идущие планы на будущее и уже сама представляла себя владелицей этого роскошного особняка. В большинстве случаев романы с прислугой так и заканчиваются ничем, но не в этот раз. Менее чем через год Хасинта решила развестись с супругой и официально жениться на молоденькой любовнице, в которую он безумно влюбился. Стоит ли говорить, что для его семьи такое решение стало настоящим шоком? Патриция чувствовала себя преданной и униженной. Дети не понимали, что происходит, а родители Кесадо сразу поняли, что Беренис – обычная охотница за чужими деньгами. Никакие доводы не вразумили ослепленного страстью бизнесмена. Он расстался с женой, с которой прожил более 10 лет, и в 2004 году узаконил брак с той, кому суждено было стать в его жизни роковой женщиной. Опеку над своими наследниками бывшие супруги поделили мирно и решили вместе продолжать о них заботиться. Еще год спустя Патриция также устроила свою личную жизнь и повторно вышла замуж. В новом браке она родила еще 2 детей и была вполне счастлива. Старшие дети большую часть времени находились в доме своего отца, чтобы не менять школу и привычную им обстановку. В силу своего еще совсем юного возраста они не могли ненавидеть Беренис и в целом, привыкнув, даже стали нормально к ней относиться. Едва Беренис сочеталась с законным браком с Хасинто, она получила бесконтрольный доступ к его финансам и принялась тратить деньги направо и налево. Девушка не ограничивала себя ни в чем. Отныне она носила только самые дорогие и брендовые вещи, пользовалась исключительно люксовой косметикой, ездила на Феррари, подаренной ей супругом, и скупала дизайнерские ювелирные украшения. Став хозяйкой в доме Кесадо, Моралес вела себя дерзко и высокомерно со всеми, в особенности с прислугой, даже с теми, с кем ранее, казалось, поддерживала дружеские отношения. Теперь же она всем давала понять, что их дальнейшее пребывание здесь, условия работы и заработная плата целиком и полностью зависят от нее. Девушка требовала беспрекословного подчинения, а окружающие должны были относиться к ней не просто как к боссу, а как к королеве. Беренис вообще не утруждала себя работой, а вся ее жизнь отныне была сплошным праздником. Она изо дня в день только лишь развлекалась, ходила по дорогим магазинам, посещала светские мероприятия или сама устраивала роскошные вечеринки. Она всерьез считала себя частью высшего общества, стремилась общаться только с богатыми и знаменитыми людьми и окончательно разорвала все связи с прежними друзьями, а также с родственниками. Помимо этого, молодая супруга Кесадо сделала себе целый ряд пластических операций, буквально перекроив свое лицо и тело. Она обращалась к звездным хирургам и просила сделать из нее подобие голливудской кинодивы. За сравнительно небольшой промежуток времени она ложилась под нож несколько раз и изменилась до неузнаваемости.
Несмотря на то, что родные Хасинто не одобряли его выборы и не смогли принять Беренис в семью, первые несколько лет их супружеской жизни прошли относительно спокойно. Мужчина занимался бизнесом и не особо вникал в то, чем занимается его молодая жена. Он был влюблен и старался сделать все, лишь бы избранница чувствовала себя счастливой. Бизнесмен дал ей полную финансовую свободу, открыв доступ к своим счетам, а та просто тратила деньги в свое удовольствие. Беренис путешествовала по всему миру и нередко брала с собой друзей, которым оплачивала поездки картой своего мужа. Так она стремилась показать всем, что может тратить деньги сколько угодно и на что захочет, ни перед кем не отчитываясь. Это действительно сходило ей с рук, и аппетиты девушки постоянно росли. На момент бракосочетания Хасинто был почти вдвое старше своей юной возлюбленной, и она с самого начала считала его едва ли не стариком. В какой-то момент она начала крутить романы на стороне с более молодыми мужчинами, но первое время старалась тщательно скрывать свои похождения от богатого и влиятельного супруга. Она старалась выглядеть в глазах окружающих примерной женой, и ей это, к слову, блестяще удавалось. Кесадо понемногу вводил своих детей в дела семейного бизнеса с ранних лет, чтобы они могли не просто унаследовать созданную им империю, а продолжать успешно ее развивать. После окончания школы дочь и сын поступили в престижный университет на юридический факультет, а параллельно они работали в отцовской компании, вникая во все процессы. Патриция занималась управлением объектами недвижимости, а Хасинто-младший, серьезно увлекавшийся футболом, стал пробовать свои силы в новом направлении. Кесадо приобрел для сына большой загородный спортивный комплекс и основал молодежный футбольный клуб. На базе комплекса имелось помещение, на первых этажах которого располагались офисы администрации, а верхний этаж сделали жилым и использовали его в качестве квартиры, когда члены семьи приезжали сюда. Беренис тоже нередко приезжала в клуб и порой задерживалась там на несколько дней, но вовсе не потому, что вдруг стала интересоваться делами мужа. Девушка положила глаз на привлекательного молодого тренера, который вскоре стал ее любовником, и они встречались прямо в той самой квартире, не опасаясь, что их связь раскроется. Когда Хасинто-младшему исполнилось 18 лет, мачеха начала проявлять к нему нездоровый интерес, постепенно соблазняя юношу. Она была на 10 лет старше него, обладала эффектной внешностью, вела себя развязно, и вчерашний школьник не устоял. Их связь длилась несколько лет, и Беренис к тому времени настолько осмелела, уверовала в свою безнаказанность и вседозволенность, что практически не скрывалась. О порочной связи юноши и его мачехи, казалось, знали все вокруг. Прислуга шепталась об этом и бросала косые взгляды, но никто не отважился донести о происходящем хозяину. Хасинто же, будучи человеком занятым, не замечал или не хотел замечать происходящего. Он по-прежнему любил свою молодую жену и боялся ее потерять. Когда же правда всплыла и отрицать очевидное было бессмысленно, разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен чувствовал себя обманутым, униженным и опозоренным. Но, несмотря на всю сложность сложившейся ситуации, он не готов был развестись с супругой, поэтому предпочел простить ее, а также не портить отношения с сыном. После раскрывшихся измен брак Моралеса и Кесадо буквально трещал по швам, но мужчина все еще не был готов к решительному шагу. На несколько месяцев ситуация словно зависла, и никто не решался предпринимать какие-либо шаги. Каждый ожидал, что все решится как-то само собой, и они будут жить как прежде, словно ничего не произошло. В марте 2019 года, когда одна из домработниц прибиралась в хозяйской комнате, она случайно обнаружила в укромном месте странный сверток. Любопытство взяло вверх, и женщина заглянула туда, но то, что там находилось, повергло ее в шок. Внутри лежали восковые куклы с приклеенными к ним прядями волос. Также там лежали иглы, какие-то засушенные листья и фотографии наследников Кесадо. Все это напоминало набор для проведения магического обряда вуду, и женщина сразу поняла, что хозяйским детям хотят навредить или даже убить их посредством черной магии. Она незамедлительно сообщила о своей находке Хасинто-старшему, и тот догадался, чьих это рук дело. Но даже теперь мужчина не решился на развод с супругой.
Тем не менее, Беренис посягнула на самое дорогое, что было у Хасинта, его детей, и он не мог этого так оставить. Разгорелся очередной скандал, и на сей раз предприниматель перешел к конкретным действиям. Он отправился к юристам и передал свое завещание, полностью исключив из него молодую жену. Теперь она больше не могла претендовать на его движимое и недвижимое имущество, бизнес, акции и счета. Однако Беренис все так же оставалась законной супругой Кесадо, продолжала находиться в его доме и вести привычный ей богемный образ жизни за его счет. Вот только теперь девушка прекрасно осознавала, что в случае смерти мужа наследники ее попросту вышвырнут на улицу, так как у нее не осталось никаких прав ни на что. Такое положение дел ее категорически не устраивало, и она решила взять ситуацию в свои руки. Пару недель Моралес вела себя, что называется, тише воды, вынашивая коварный план. Она извинилась перед мужем, сказала, что осознает свою неправоту и хочет все исправить. Девушка уговорила Хасинта, что им необходимо собраться вместе с его дочерью и сыном, чтобы серьезно поговорить и все обсудить. В качестве места для такой встречи она предложила их квартиру в загородном спортивном комплексе, дабы им никто не мешал и не было посторонних ушей. Кесадо поверил своей жене, и почему-то на тот момент у него не закралось даже тени сомнений или подозрения в том, что это может быть ловушкой. Он спокойно поговорил с детьми и пригласил их на встречу, чтобы урегулировать все конфликты мирно и решить, как им быть дальше. Патриции выбранное место показалось странным, но спорить с отцом она не стала. Встреча была назначена на вечер 4 апреля, и все члены семьи прибыли в загородный комплекс, кроме Беренис, которая почему-то опаздывала. Около 6 часов вечера Хасинто увидел в окно, как к главному входу подъехал автомобиль, из которого вышла его супруга, но подниматься она не спешила. Она подошла к дежурившему у входа охраннику и попросила его пройти с ней в спортивный зал. Она сказала, что обнаружила там некоторые нарушения, которые необходимо было срочно устранить. Хотя это было вне компетенции мужчины, он не стал спорить с женой хозяина и просто пошел за ней, оставив свой пост, чего ранее не делал. Но вместо того, чтобы просто указать на якобы имеющиеся нарушения, Моралес заявила о необходимости заменить акустическую систему, которая, по ее словам, плохо работала. Она включила колонки и начала их настраивать, создавая сильный шум. Охраннику девушка жестом показала, где он должен стоять, чтобы понять, в чем проблема. Мужчина недоумевал и не знал, чего от него хотят, но ему запретили покидать зал. В какой-то момент Беренис внезапно выключила звук, сказала, что без специалиста тут не обойтись, а после просто вышла из зала, села в машину и уехала. Охранник вернулся на свой пост, но вскоре осознал, что хозяин и его дети не выходят из квартиры, хотя они планировали оставаться на ночь. Он позвонил, но трубку никто не снял. Тогда мужчина решил подняться наверх, чтобы проверить, все ли там в порядке. Выйдя из лифта, он сразу понял, что что-то случилось, потому как дверь была распахнута, и в первой комнате царил настоящий хаос, указывающий на признаки борьбы. Когда охранник вошел в гостиную, его охватил настоящий ужас от того, что он увидел. Там, на полу, в огромной луже крови, лежали тела всех 3 членов семьи Кесадо. Перепуганный мужчина бросился звонить в полицию и скорую. Однако, несмотря на то, что помощь приехала быстро, спасти, увы, никого не удалось. Отец и сын были мертвы. А вот у Патриции еще прощупывался слабый пульс. Девушку незамедлительно отправили в ближайшую больницу, но она скончалась по дороге от обширной кровопотери. При вскрытии патологоанатомы установили, что все 3 были застрелены из крупнокалиберного пистолета, причем отец и сын были расстреляны практически в упор, а вот девушка, очевидно, пыталась спрятаться, но ей так и не удалось ускользнуть от убийцы. Так как с места преступления ничего не пропало, очевидно, происшествие являлось заказной расправой над семьей. С самого начала рассматривалось сразу несколько версий случившегося, так как семья Кесадо являлась весьма известной и состоятельной, вела успешный бизнес в разных сферах, то вполне логично предположить, что у этих людей могли иметься серьезные враги. Бизнесмены и его детей могли устранить конкуренты, или они могли стать жертвами криминальных разборок. Согласно еще одной теории, имевшей право на существование, Хасинто и его наследники, вероятно, вели параллельно некий теневой бизнес, который, скорее всего, был связан с криминалом, и за это поплатились жизнями.
Если бы любая из выдвинутых версий оказалась правдой, то вполне логично, что Беренис не тронули, ведь она не имела отношения к бизнесу, не имела никаких дел, а с недавних пор еще и оказалась исключена из завещания. Однако детективы сразу поняли, что эта дамочка что-то скрывает, и именно она могла быть более всех заинтересована в смерти членов своей семьи. Единственным свидетелем происшествия являлся охранник, и он на первом же допросе поведал об очень подозрительном поведении жены хозяина. Мужчина рассказал и о странной просьбе, и о громко игравшей музыке, и о том, что Беренис уехала, даже не поговорив с членами семьи, хотя ради этого она и приезжала. К слову, сама она вовсе не выглядела убитой горем вдовой. Беренис пыталась изобразить шок и скорбь во время первого допроса, но у нее это вышло крайне неубедительно. У входа в здание была установлена видеокамера, в объектив которой должен был попасть преступник. Однако, когда записи решили проверить, стало известно, что кто-то развернул устройство таким образом, чтобы оно снимало лишь стену напротив. Это обстоятельство еще раз подтверждало, что преступление не было спонтанным, а планировалось заранее. Один из соседей сообщил полиции о том, что в тот роковой вечер он случайно увидел из своего окна некого странного байкера. Тот подъехал прямо ко входу в здание, в котором произошло тройное убийство, и быстро вошел внутрь, а буквально через несколько минут вышел, прыгнул на мотоцикл и умчался прочь. По словам свидетеля, это был высокий, физически развитый мужчина лет 35, с бородой и в бейсболке. Больше соседу ничего рассмотреть не удалось из-за большого расстояния и сгущавшихся сумерек. Беренис уже на следующий день без зазрения совести приступила к оформлению прав на наследование имущества. При этом молодая вдова совершенно не занималась подготовкой к похоронам и поминальным мероприятиям, не обзванивала родственников, а лишь консультировалась с юристами. Несмотря на то, что Хасинто исключил Моралес из своего завещания, она все еще оставалась его законной супругой. А теперь, когда других наследников не осталось, девушка могла вновь претендовать на все движимое и недвижимое имущество, а также бизнес и банковские счета. Это могло стать серьезным мотивом для совершения столь жестокого преступления. Тем временем Беренис продолжала вести привычный ей образ жизни, посещала мероприятия, вечеринки и даже открыто стала появляться там в обществе своего любовника, фитнес-тренера, работавшего в клубе, принадлежавшем ее покойному мужу. Следователи были почти уверены в том, что именно он являлся тем самым сообщником и исполнителем преступления, но никаких конкретных улик у них не имелось, а свидетель не мог с точностью его опознать. Вскоре соседи, проживавшие рядом с домом Кесадо, заметили, как Беренис вывозит оттуда вещи, антикварную мебель и предметы искусства. О происходящем они сообщили родственникам покойного, и те тут же обратились в полицию, прямо обвинив вдову в организации преступления из корыстных побуждений. Моралес арестовали через 4 дня после убийства ее супруга, пасынка и падчерицы. Примечательно, что на девушку надели наручники непосредственно на месте преступления, когда та пыталась сдать в аренду спортивный комплекс и офисное здание. Чтобы показать помещение потенциальным арендаторам, она даже сняла оградительную ленту. Через 2 дня после ареста вдову неожиданно освободили по решению главного прокурора, который указал на нарушение процедуры задержания и отсутствие официального ордера. Практически все были уверены в том, что Беренис попросту купила себе свободу. Справедливости ради стоит сказать, что несколько лет спустя этого прокурора сняли с должности и отправили в тюрьму по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. Пока полицейские искали основания и собирали доказательства для повторного ареста, они столкнулись с новой проблемой. Адвокаты Моралес стали запугивать и шантажировать свидетелей, дабы те отказались от дачи показаний. А помощницу Хасинто-старшего и вовсе едва не похитили прямо у здания прокуратуры, куда она направлялась. Но, к счастью, служба безопасности вовремя вмешалась и спасла ценную свидетельницу. Женщина рассказала, что Беренис не просто соблазнила пасынка, а стала снабжать его сильнодействующими препаратами, постепенно вводя в зависимость от них. Также она убеждала парня подписывать кое-какие документы, передавая ей право распоряжаться имуществом, и просила переводить на ее счет деньги.
Юные Патриция и Хасинта-младший выросли на глазах Моралес, но она никогда не испытывала к ним никаких нежных чувств. Дамочка без зазрения совести соблазнила юношу, подсадила его на запрещенные вещества, чтобы использовать в своих целях, а затем также хладнокровно избавилась от него и его сестры, чтобы устранить главных наследников. Беренис начала активно распродавать имущество, принадлежащее ее покойному мужу, не имея на это никаких прав. Она подделывала документы, подкупала нужных людей и сумела реализовать 3 коллекционных автомобиля из элитного автопарка Хасинта. Параллельно вдова не оставляла надежд вступить в наследство официально и даже обратилась в суд с требованием о пересмотре дела. Когда махинации с продажей имущества раскрылись, был выдан ордер на арест Моралес по обвинению в мошенничестве, но она неожиданно исчезла. Она подалась в бега, и теперь о ее местонахождении никто не знал. На ее след удалось выйти лишь весной 2020 года, однако Беренис вновь удалось ускользнуть, словно ее заранее кто-то предупредил, что за ней едут. Она покинула дом за 5 минут до появления полиции, и с тех пор больше об этой дамочке не появлялось никаких вестей. Есть все основания полагать, что вдова покинула Мексику по поддельным документам и сейчас безбедно живет где-то в другой стране под вымышленным именем. Несмотря на то, что Моралес так и не удалось вступить в право наследования, в сейфе их с Хасинта дома хранилась колоссальная сумма наличных, которые она забрала себе. Кроме того, за годы брака Беренис обзавелась огромной коллекцией ювелирных украшений, в числе которых было немало эксклюзивных изделий. Добавьте к этому предметы роскоши и искусства, а также 2 автомобиля, которые она успела реализовать, так что о ее финансовом благополучии уж точно переживать не стоит. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта история, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много шокирующих и интересных историй. До скорых встреч!